вам представлю еще одну звезду советской эстрады. В 1984 году ее клип в программе «Утренняя почта» просто взорвал все рейтинги, все хит-парады. Внимание. Позади крутой поворот, позади обманчивый лед, позади холод в груди, позади. Встречайте, Анни Вескис, звезда советской эстрады. Приятно, моя дорогая. Красавица. Красавица. Очень приятно. Ну что, как настроение? Настроение очень хорошее. А 31-го дома или тоже работаете? Конечно, работа. У нас же с каждым годом все больше и больше туристов приезжает из России в Эстонию. В прошлом году, по-моему, было новогодний период прямо 25 тысяч. Сейчас даже больше. Почему я знаю, у меня дочка же одно время была в Москве, работала, и эти цифры мне все знакомы, поэтому придется работать. Мне нравится, что чем дальше от Советского Союза, тем звезды советской эстрады все больше и больше востребованы. Вы понимаете, да? Да. Как вы думаете? Правда. Вот ты не представляешь, насколько дочка похожа, я видел ее, когда работала, она была в посольстве, работала, насколько она похожа на это изображение совсем молодой Анны. Вообще один в один. А дочка в посольстве работает? Это Аня. Ну, она дипломат, просто 3 года она работала генконсулом здесь у нас, не здесь у нас, в Москве. У вас. Здесь, я просто здесь уже. А осенью она следующего года уже будет в Финляндии 3 года. Она как солдат на 3 года сюда, 3 года туда. Контрактник. Вы уже бабушка? Да, в этом году в 7 утра, 1 января, родился второй внук, зовут Доминик. Мы как раз, это было точно по дням, как было написано, и мы как раз закончили застолье в 3 часа, в 5 мне звонили, принесли Фредерика, которому 3,5 уже, и в 7 утра родился Доминик. Так что это год... Один новогодний подарок. Да, новогодний подарок. Просто до минуты. Да, вот у меня До дочь- минуты. До минуты. И все получилось правильно. А супруг дочки эстонец. Конечно. Ну, я поэтому горячий эстонец. Точно по минуте рассчитал. Да, все по плану у нас у эстонцев. Давайте посмотрим прогулку по Таллину вместе с вами. Внимание. Здесь будет такой фуржет-прием. Один из наших конком просто приветствует своих клиентов. Куда приглашают, там и работаешь. Это есть наша жизнь, и кроме концертов есть кооперативы, и они всегда были и будут. Переходное время работы было меньше, но не так, чтобы его вообще не было. Мы шили шубы индивидуального пошива. Бизнесом надо заниматься или не заниматься. У кого-то получается, у меня нет. И у меня лучше всего получается петь. Крылу чужих настороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Для шуб всегда мужчина должен быть рядом, элегантный, который все тебе помогает. Пожалуйста, сюда-туда, чтобы шуба могла играть. Это называется комната культа личности. Это сама я так придумала. Просто со временем разные мои фотографии сюда вывесили, и как-то так получается. Я даже не умею ничего делать. Мэна у меня все делает. Певица, на кухне так довольно так не очень. Так что... А ты можешь теперь это положить? В духовку до сих пор
Просто держим эту традицию, и хоть одну кровяную колбаску каждый кушает. А теперь мы к этому, особенно когда Рождество, нам надо еще глинтвейн сделать. Хороший муж выбрал карьеру жены. Тогда у нас же было 15 музыкантов, Было, 2 тройных были аппаратуры. года, где мы 10 месяцев не были дома. И мы постоянно были вместе, постоянно вот жили эту гастрольную жизнь. Но вас же ставили на одну ступень и с Аллой Борисовной, и с Софьей Михайловной. То есть Ну, тогда были эти хит-парады, да, вечерняя Москва, московский По комсомолец. регионам. И тогда действительно было одно время, когда то Пугачева, Вески, Ротару, Пугачева, Вески, и там многие Понаровская долина. Если ты артистка, и ты отработала, и переедешь домой, и там никого нету. Это кошмар? Ради кого же я все это сделала? Потому что это слава на сцене, это не вся наша жизнь. А основная жизнь – это дома, друзья, дети. Ну, не знаю, как насчет одной шубы, которая у вас осталась в сюжете, я насчитал уже 4 разных Это шубы. еще не все. А. Это реквизит. Да, на самом деле в куртке гораздо проще ходить. А мы потеряли еще, скажите, Яка Йова. Где Як Йова? Но это такой вопрос века. Где-то лет 15, по-моему, уже задают этот вопрос, почему он перестал петь. Я не знаю. Много раз журналисты приезжали, он даже себя не показывает. Он решил, что он больше не хочет петь, и пусть это будет его выбором. Значит, хорошо живет. Мы тоже пытались его найти, связаться с ним, но, к сожалению, нам не повезло лично встретиться с ним, но говорят, что